Комиссар ООН по правам человека осудил Китай за беспричинные аресты. Мишель Башелит затронул вопрос нарушения прав человека в Восточном Туркестане и заверил, что организация ищет пути доступа в регион для подтверждения информации о пропавших без вести и задержанных без каких-либо причин. Глава филиала партии Добра в Стамбульском районе Шишли Ахмед Унал заявил, что требование налаживания контактов с Китаем для выяснения судеб уйгуров – один из важных шагов, сделанный в этом направлении. По словам Унала, в то время как весь мир наблюдает геноцид уйгуров, партия Добра предпринимает беспрецедентные меры. Он также подчеркнул, что надеется на то, что министр иностранных дел Турции не оставит без ответа требования партии Добра. Европейский офис статистики обнародовал данные о выданном гражданстве за 2017 год. По результатам статистики, в 2017 году европейские страны выдали гражданство 825 тысячам человек, 83% из которых составили иностранцы и беженцы. В основном это переселенцы из Марокко, Албании, Индии, Турции, Румынии, Пакистана и Польши, которые составили 34% от общего числа иностранцев, ставших резидентами той или иной европейской страны. Китайская Народная Республика продолжает угрожать Соединенным Штатам Америки и в военной сфере. Пекин заявил, что в 2019 году повысит оборонный бюджет на 7,5%, что составит 177 миллиардов долларов. По словам специалистов, реальная сумма расходов Китая на оборону намного больше озвученной. Принявший участие в программе частного телевизионного канала президент Турции ответил на важные вопросы. По поводу противоракетных комплексов С-400 Эрдоган заявил, что сделка заключена и речи об отказе не может быть. Более того, Эрдоган не исключил возможности покупок и С-500. В свою очередь, Министерство иностранных дел США заявило, что в случае приобретения российских С-400 Турцию ожидают тяжелые санкции.